В Башкортостане идет активная подготовка к сентябрьским выборам. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Марат Гадилов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Марат Венерович, здравствуйте. Добрый день. Итак, Владимир Путин подписал указ о проведении не так давно, о проведении выборов 20 сентября в стране, в Государственную Думу 9-го созыва. Но, насколько я понимаю, это только часть избирательной кампании у нас в Башкортостане. Какие еще выборы состоятся в республике? Да, президентом Российской Федерации дан старт избирательной кампании по всей стране. Это выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Хотел напомнить, что Государственная Дума у нас состоит из 450 депутатов, 225 из которых избираются по одномандатным избирательным округам, 225 по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В Республике Башкортостан образовано 6 одномандатных избирательных округов. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации после того, как был дан старт кампании, на своем заседании приняла решение о том, что голосование будет проходить в формате многодневного голосования. То есть 18, 19 и 20 сентября жители всей страны смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, но вместе с тем у нас в Республике Башкортостан также есть дополнительные выборы, которые мы будем проводить в это же время. Из основных я бы хотел назвать это основные выборы депутатов городского совета. Город Уфа, в этом году будет формироваться новый состав совета. Напомню, что 36 депутатов, которые также избираются по смешанной системе. В городе Уфа образовано 18 одномандатных избирательных округов, и 18 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Одновременно в Республике Башкортостан будут проводиться дополнительные выборы депутатов различного уровня в органы местного самоуправления. Это 2 городских округа по одному мандату, они будут замещать районные советы и советы сельских поселений. Кроме того, из таких значимых кампаний это дополнительные выборы депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан по 28-му одномандатному округу. Это Кизильский одномандатный округ. Он включает в себя свой состав территории Абзелиловского и часть Баймакского района. Марат Венерович, уже наверняка сформированы территориальные и участковые комиссии. Сколько их, как они уже функционируют? Все наши комиссии сформированы практически в полном составе. Если говорить про территориальные избирательные комиссии, их 69 по числу всех наших муниципальных образований, включая 7 территориальных избирательных комиссий, которые действуют на территории города Уфы, нашей столицы. Они сформированы, они в боевой готовности. Это постоянно действующие государственные органы, которые работают и во вневыборный период. Кроме того, 3208 участковых избирательных комиссий, которые на сегодня эта цифра уже затверждена, которые будут проводить непосредственно само голосование. В дни голосования будут проводить все необходимые процедуры, подсчет голосов избирателей. Это основные такие цифры. Масштабная действительно у нас в республике избирательная система, потому что более 27 тысяч членов только участковых избирательных комиссий осуществляют свою работу в дни голосования и подготовку проводят до дня голосования. Можно сказать, что на сегодняшний день система находится в боевом режиме, в режиме готовности к проведению выборов. Мы сейчас занимаемся доукомплектованием членов участковых комиссий, объявили резерв, набор в резерв членов участковых избирательных комиссий. Но это стандартные такие избирательные процедуры, которые связаны с подготовкой к выборам. Причем к выборам трехдневным. Это для нас уже достаточно привычный формат, он у нас уже практиковался. Правильно все? Да, 3 дня голосование будет проводиться. Мы готовы, члены участковых комиссий. Насколько бы это ни было, конечно, тяжело, но привыкли к такому формату, считаем его достаточно удобным. А самое главное, это создает максимальные возможности для наших избирателей. То есть не нужно ломать, наверное, голову о том, как вернуться из сада или из огорода в воскресенье к себе домой, чтобы прийти на избирательный участок. Для этого есть целых 3 дня. Можно в любой из этих дней прийти на избирательный участок и проголосовать. Марат Венерович, на пресс-конференции вы сказали о том, что сердцем предстоящих выборов это будет новая отечественная система. Насколько я понимаю, это государственная автоматизированная система выборы. И она впервые будет применена. Я понимаю, что для избирателей этого, может быть, никак не коснется изменения. Но как это повлияет на вашу работу?
Я скажу так, что до буквально прошлого года в России цифровую составляющую любой избирательной кампании обеспечила Газвыборы предыдущей версии. Она функционировала очень долго, более 20 лет. Это было специфичное очень программное обеспечение. Это такой замкнутый цикл, так скажем, компьютерной сети, в которой обрабатывается абсолютно вся информация, связанная с выбором. В этом году официально в эксплуатацию введена новая версия этой системы. Она не изменила свое название «Газвыборы», но она строится на совершенно новых принципах. Она построена на новом отечественном железе, на современном отечественном программном обеспечении. Напомню, что эта система, она имеет замкнутый контур, она не имеет выхода никакого в интернет, то есть все данные, которые в ней обрабатываются, к ним подобраться, так скажем, невозможно. Но вместе с тем, те данные, которые она обрабатывает, которые мы получаем с участковых избирательных комиссий по завершении дня голосования, они в ней обрабатываются и потом уже доводятся до сведения избирателей, и в том числе посредством интернета. Для нас, для работников избирательной системы, конечно же, она удобна, она представляет гораздо больший функционал для того, чтобы мы могли анализировать, что происходит, как происходит. Там есть много различных задач, которые мы должны решать, и в том числе кадры, в том числе вся агитация там обрабатывается кандидатами, которые и партиями представляются. Все сведения о членах участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий в ней содержатся. Естественно, для нас это огромное подспорье, огромная помощь в работе. Марат Венерович, агитационная кампания стартует 22 августа, но вот сейчас именно другой период идет, это когда кандидаты подают свои документы. Все верно? Да, 22 августа стартует агитационная кампания именно в средствах массовой информации, но на сегодняшний день мы понимаем, что есть партии и есть кандидаты, которые уже выдвинуты. Для них агитационный период начинается уже с момента выдвижения. То есть, не говоря о том, что они могут осуществлять свою агитацию 22-го именно в средствах массовой информации, они могут сейчас уже проводить какие-то публичные мероприятия, изготавливать какие-то агитационные материалы для раздачи для избирателей, для привлечения избирателей. Поэтому мы два этапа этих тоже за ними следим, внимательно готовимся. Естественно, все агитационные материалы, которые представляются кандидатами, партиями, они проходят тщательный анализ, обработку на предмет отсутствия в них нарушений федерального законодательства. То есть мы смотрим, чтобы все было в соответствии с требованиями законодательства. Агитационная кампания стартует 22 августа, и когда она завершится? Она завершится в 00 часов в первый день голосования, 18 сентября. То есть как такового дня тишины, поскольку принято решение о многодневном голосовании, нету. Агитация будет запрещена во все дни голосования, 18, 19 и 20 сентября. Поэтому возможные агитационные выступления по телевидению или в печатных средствах массовой информации, они могут появиться 16 сентября, это крайняя дата. Ну и в интернете появились самые разные возможности. Я сейчас говорю о нейросетях, об искусственном интеллекте. Центральная избирательная комиссия республики как-то готовится к тому, чтобы соблюдался закон, потому что здесь могут быть разные нюансы. По поводу нейросетей, это предмет такого широкого обсуждения. На самом деле мы видим и внимательно наблюдаем, что эти технологии находят свое развитие, они применяются в различных отраслях, в сферах нашей жизни, но и не оставили без внимания, конечно, выборы. Потому что в предыдущие годы, когда проводились крупные масштабные избирательные кампании в других субъектах Российской Федерации, мы смотрели, как кандидаты пытались применять те же самые нейросети, искусственный интеллект для создания тех же агитационных материалов. После этого были такие спорные моменты, можно ли применять эти технологии, так скажем, в целях информирования или агитации. Даже дело в одном субъекте Российской Федерации дошло до Верховного суда Российской Федерации, который высказал свое мнение. И буквально в мае этого года в федеральный закон были внесены изменения, которые запрещают использование каких-либо нейросетей, искусственного интеллекта и прочих технологий в изготовлении агитационных материалов. То есть там есть ряд таких моментов, когда
человек может сгенерировать, допустим, образ давно умершего политика или просто какого-то человека, которого на самом деле не существует. И Верховный суд в прошлом году Российской Федерации и законодатели в этом году сказали: нет, так нельзя делать, потому что есть определенные правила, есть ограничения, каким образом можно изготавливать агитационные материалы. Мы же в свою очередь готовы к этому. Мы понимаем, что, конечно же, столкнемся с такими вопросами, как я уже говорил, что любой агитационный материал, который кандидат нам представит, мы будем исследовать и на предмет использования в нем искусственного интеллекта, нейросети. Естественно, в помощь нам и государственные органы, которые отвечают непосредственно за эту деятельность, и тот же самый Роскомнадзор в случае выявления незаконной агитации в сети, он подключается к этой работе и принимает соответствующие меры реагирования и решения. Марат Венерович, Республика Башкортостан традиционно демонстрирует высокую явку. Ну а сентябрь – это дачный сезон. Хорошо, конечно, что выборы длятся 3 дня. Как будете обеспечивать явку на этот раз? Максимальный инструментарий, конечно, как всегда, мы будем применять, начиная с информирования посредством, спасибо большое, коллеги, вас, средств массовой информации, печатных средств массовой информации, потому что все, что происходит в избирательном процессе, мы, конечно же, стараемся транслировать через официальные средства массовой информации в первую очередь. Помимо этого, конечно же, мы пользуемся и нашими интернет-ресурсами, это каналы в социальных сетях, это и официальные сайты, наши паблики официальные, именно Центральной избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий республики. Кроме этого, мы, конечно же, будем использовать наружную рекламу, размещать информацию о выборах на билбордах, на видеоэкранах, которые присутствуют практически во всех городах нашей республики. Но основной акцент, наверное, стоит сделать на том, что в этом году, как и в 2024, мы будем проводить так называемый проект «Информ-УИК». Это информирование наших избирателей членами участковых избирательных комиссий путем подомовых, подворовых обходов избирателей. Эта технология, как я уже говорил, в 2024 году была апробирована, она нашла такой хороший отклик на самом деле и показала хорошие результаты, потому что члены участковой избирательной комиссии, непосредственно люди, которые владеют полностью всей информацией о предстоящих выборах, постараются дойти до каждого избирателя, довести информацию о том, какие выборы будут проводиться на территории того или иного района или города, где избирателю можно проголосовать, в какие дни. Могут предложить голосование на дому, когда избиратель по тем или иным причинам не сможет прийти на избирательный участок. И все вот эти моменты, они, конечно, будут для себя фиксировать, чтобы выстроить свою работу для того, чтобы создать максимальное удобство для избирателя. Конечно же, избиратель может задать любые вопросы, касающиеся темы выборов, именно проведения выборов нашим членам комиссий. Они постараются на все ответить. Конечно же, мы их в этом году тоже будем брендировать, как и в 2024 году, чтобы избиратель не удивился, что кто к ним пришел. Постараемся заранее проинформировать о том, что такая работа начинается. И мы рассчитываем, что на серьезные результаты именно в связи с этой работой тоже. Марат Венерович, спасибо огромное, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.